Первый удар стихии Гальский район почувствовал на себе в ночь с воскресенья на понедельник, с 9 на 10 октября. Тогда прошел сильный ураган в отдельных частях района, в городе в частности, и в некоторых селах. Из-за этого урагана были повалены некоторые линии опоры электропередач. Мы в понедельник с утра приступили к ликвидации последствий сильного ветра в районе и в городе. Были убраны деревья. Черноморэнерго и местная электросеть приступила к восстановлению поврежденных линий электропередач и восстановлению освещения. Также после сильного ветра вечером 10 числа начался сильный ливень, который, как мы наблюдаем по новостям, затронул близлежащие районы Ткварчальский и Ачимчирский. Они наиболее пострадавшие районы от стихии, были снесены мосты, вы все это видели. Однако в Гальском районе мы сильно, можно сказать, не пострадали. Произошли оползневые явления в селе Алакумхара, это верхняя часть Гальского района, прилегающая к государственной границе. В связи с оползнем был поврежден водопровод. Наши специалисты в течение следующего дня справились с этим повреждением. Также оказали помощь представители погрануправления ФСБ России, которые несут службу на государственной границе Абхазии. В настоящее время водопровод восстановлен, большая часть оползня ликвидирована. По городу еще остались у нас неубранные, поваленные ветки и распиленные деревья, но все это мы приберем, все будет в порядке. Городское освещение восстановлено, местная электросеть продолжает работы по восстановлению поврежденных линий электропередач, так как было множество разрывов в районах, сил и средств в настоящее время достаточно. Значит, по сообщениям нашего местного управления МЧС, каких-то заявлений, обращений по поводу чрезвычайных ситуаций от жителей района не поступало до настоящего времени. Явления, связанные с подтоплениями большими, также не были замечены. Были подтоплены отдельные участки, да, но пострадавших, к счастью, нет. Мы говорим о том, что у нас работает комиссия, постоянно действующая в администрации, которая занимается изучением и подсчетом ущерба нанесенного. Эта работа продолжается по поручению главы администрации района. В случае поступления обращений вопрос будет изучен и приняты соответствующие решения.